4 года тому назад у Сагымбаевой Майрамкуль обнаружили рак молочной железы. На протяжении всего этого времени она находится на постоянном обследовании и лечении в онкологическом центре. В лечении рака, в частности молочной железы, главную роль играет не только медицинское лечение, но и другие жизненные факторы, уверена она. Это, например, работа с психологами, работа с обществом, семья, родные люди, которые окружают тебя, товарищи, друзья, которые стараются поддержать тебя в любом случае, где бы ты ни была, в каком обстановке ты ни была бы, поддерживать, говорить добрые слова, говорить о том, что ты вылечишься, что рак – это не приговор. Потому что в течение постсоветских времен мы привыкли себя чувствовать, слышать, что рак – это приговор, что это все необратимо, неизлечимо. Человек обречен на смерть. Но сейчас, оказывается, время меняется, и вот открытие этой школы – это, можно сказать, сенсация. Основательница общественного фонда «Вместе против рака» Гульмира Абдыразакова призналась нам, что у нее тоже 14 лет назад обнаружили рак, но она полностью излечилась от страшного недуга и посвятила свою жизнь помогать людям, оказавшимся в такой трудной жизненной ситуации. Вот и это все направлено на поддержку женщины, которая вот на сегодня в стационаре. Есть дневные пациенты, они тоже могут принимать участие. Кабинет будет открыт с утра и до вечера ежедневно. У нас будут свои дежурные, обученные специально. Здесь очень тонкая грань, что можно говорить, а чего нельзя, каким тоном. Это все нужно обучать. Не каждый пациент может дать правильную информацию. Важность дать правильную информацию, правильные навыки, обучить пациента, чтобы он потом после выхода, после лечения мог пойти домой и самостоятельно вести реабилитационную работу над своим здоровьем. В структуре онкозаболеваний в Кыргызстане первое место занимает рак молочной железы. На 100 тысяч женщин 19 болеют этой болезнью. На втором месте рак шейки матки. 11 женщин на 100 тысяч приходится. Вроде цифры кажутся маленькими, но за этим стоят огромные проблемы. Многие годы у нас был один кабинет, такой маленький кабинет, школа пациентов. Что это такое? Эта школа пациентов тоже при помощи общественных фондов создана была. Ну, там они, женщины, когда они одни остаются, не с кем говорить, психологически подавленные, они куда-то должны обратиться. Вот они обращались сюда. Здесь сидят очень опытные консультанты, психологи, а также те женщины, которые перебороли этот недуг. Вот с ними консультируются, и женщина преображается, стремится к жизни. Не зря один великих врачевателей сказал: половина надежда выздороветь, половина выздоровления. Отметим, каждый случай рака у женщины является трагедией для всей ее семьи, психологическим потрясением, финансовым крахом, страхом смерти. Безвременная утрата женщины, матери, становится причиной сиротства, развала семьи. У нас в стране рак репродуктивных органов все еще остается стигматизированной, а так в целом воспринимается обществом как приговор. Женщине, столкнувшейся с раком репродуктивных органов, нужна поддержка как психологическая, так и знание ее прав на здоровье и социальное сопровождение, уверены эксперты. Азамат Кенжешев, Гульчуро Казымкулов, Нью ТВ.